Работникам бюджетной сферы повысят зарплату. Таблики с новыми цифрами россияне получат уже по итогам рабочего января. Более 25 лет преданности коллективу и перу. О сибайских акулах сегодня в нашем выпуске. Образование для каждого. Детский сад «Светлячок» принимает участие в программе «Доступная среда». А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей в студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. Задача поэтапного повышения размера заработной платы сотрудников бюджетной сферы, поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в мае 2012 года, была реализована частично и замедлила темпы выполнения из-за кризиса 2014 года. При этом 2018 обещает не только наверстать упущенное для работников бюджетной сферы, но также повысить доходность других категорий рабочего населения. Минимальный размер оплаты труда, переживший повышение с 1 января наступившего года, прогнозируем достигнет прожиточного минимума на следующем этапе реализации законопроекта. Подробности в сюжете Рената Музафарова. С 1 января 2018 года зарплаты бюджетников, которые не были охвачены майскими указами президента 2012 года, будут подвержены долгожданной индексации. Напомним, что мера пятилетней давности выборочно затронула отдельные категории граждан – медработников и педагогов. Нынешняя индексация заработной платы коснется бюджетников, не попавших под программу пятилетней давности, и составит 4%. Она охватит работников федеральных, казенных, бюджетных и автономных учреждений, госорганов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Прибавку к зарплате для других категорий работающего населения обеспечит повышение минимального размера оплаты труда. В соответствии со статьей 421 Федерального закона от 28 декабря 2017 года минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года установлен в размере 9489 рублей. С учетом уральского коэффициента сумма будет составлять 10 912 рублей. Минимальный размер оплаты труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации устанавливается единовременно на всей территории страны и не может быть ниже уровня прожиточного минимума. Данный показатель для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года значительно превышает минимальный размер оплаты труда. Наращивать его до необходимого уровня планировалось в несколько этапов, вплоть до начала 2019 года. Однако, согласно последним новостям, велика вероятность, что достигнуть поставленного результата можно будет досрочно. Президент России Путин внес предложение о досрочном увеличении МРОТа. В настоящее время готовится законопроект об увеличении МРОТа с 1 мая 2018 года. То есть не будут ждать 1 января 2019 года. Хотелось бы напомнить, что прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал 2017 года составляет 11 163 рубля. То есть уже планируется в мае месяце повышение до этой суммы. Всего благодаря увеличению МРОТ в 2018 году по статистике Министерства труда, семьи и соцзащиты населения зарплаты должны вырасти у 1,5 миллиона россиян, большинство из которых работники бюджетной сферы. Ренат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Следственного комитета России. Дата 15 января была учреждена в 2011 году, когда ведомство вышло из состава прокуратуры и стало самостоятельным. Теперь Следственный комитет находится в прямом подчинении президенту Российской Федерации. Сегодня Следственный комитет России отмечает День образования своего ведомства. Тот или иной орган государственной власти создается с определенной целью. Функцию Следственного комитета можно охарактеризовать как осуществление полномочий в сфере уголовного судопроизводства. Первоочередно следователи ведут прием и учет поступающих сведений о совершенных преступлениях. Также занимается возбуждением дел и контролем за расследованием в рамках закона. Обнаружение и выявление обстоятельств, провоцирующих совершение уголовно наказуемых поступков, а в дальнейшем и их нейтрализация также состоит в перечне обязанностей Следственного комитета, что вкупе является осуществлением защиты прав и свободы граждан. Как правило, служба в ведомстве требует стрессоустойчивости, точности, а в некоторых случаях и хладнокровия, поэтому здесь трудятся в большей мере мужчины, которые имеют дело с такими жуткими преступлениями, как изнасилование, убийство и другие. В этот день желаем сотрудникам Следственного комитета поменьше преступлений с кровопролитием, легких расследований и простого человеческого счастья.
И еще об одном профессиональном празднике. В минувшие выходные 13 января в России отмечался праздник работников периодической печати, СМИ и журналистов – День российской печати. О местных акулах пера в материале Екатерины Марочкиной. Периодические печатные издания априори бесконечный источник о прошедших и грядущих событиях в любой сфере человеческого общежития и его развития. Минувшими выходными прошел День российской печати. В Сибае периодика представлена в различном по целевой аудитории спектре. Среди газет, призванных для поддержки вторичного рынка, а также маркетинга предприятий Сибая, нашли свое место такие издания, как «Заурал-Инфо», «Кому что» и «Городская газета». Для коренного населения периодическое издание «Атайсал», а всем известная ровесница горняцкого города газета «Сибайский рабочий» выходит на русском языке, причем имея очень разносторонний и интересный контент. С недавних пор редакции газет «Атайсал» и «Сибайский рабочий» вкупе с городской типографией объединены в Сибайский информационный центр при Издательском доме Республика Башкортостан. В этом ключе продуктивность работы журналистов города, как говорится, налицо. Газеты все так же любимы, а главное – читаемы. 2017 год был вторым, когда мы участвовали в грантовых проектах. То есть федеральный грант выделяется на печатные СМИ, которые продвигают ту или иную тему социально значимую, и часть расходов федеральный бюджет, то есть, покрывает нам за счет грантовых средств. На 2018 год мы сейчас также готовим пакет документов, и я считаю, это очень хорошая палочка-выручалочка для редакции. По итогам прошедшего года отметим звездочку сибайских СМИ Альбину Ишмуратову, оказавшуюся среди лучших журналистов Башкортостана, которые собрались в декабре 2017 года в Уфе на бале прессы. Корреспондент Сибайского рабочего одержала победу в номинации «Промышленность и инвестиции». По словам самой Альбины, такие победы стимулируют, и она не собирается останавливаться. В прошлом году на балу прессы, в принципе, неожиданно тоже так получилось, что конкурс энергетики проводили свой такой профессиональный конкурс, там заняла 3-е место. Затем про баскетбол я писала только потому, что у меня, наверное, дочь занимается баскетболом. И в этом году, в декабре, мы с редактором выезжали опять же в Уфу, но там, правда, мы знали заранее, что в одной из номинаций, номинация «Промышленности и инвестиции», победил Сибайский рабочий, и это была я. Почему промышленность и инвестиции? Достаточно серьезная номинация. Мне, может быть, и не совсем по-женски, но больше нравится писать на такие темы. В День печати нельзя не упомянуть и о домовенке газеты «Сибайский рабочий» Риме Юнусовой, которая посвятила Сибайке больше 25 лет неумолимой работы журналиста. Именно по ее инициативе из старых подшивок статьи о первых градостроителях, о шахтерах, горняках и других рабочих увидели свет дважды, но уже в амплуа электронных публикаций. Второе дыхание получили и старые фото, которые с любовью и благодарностью были одобрены родными, близкими и знакомыми героев фотокарточек, опять же на просторах интернета. На сегодняшний день страницы Римы Юнусовой в соцсетях очень популярны. В комментариях под фото города или портретов тружеников Сибая разворачиваются настоящие встречи друзей, давних коллег, а кто-то с трепетом не стесняется предаваться воспоминаниям во всеуслышание. Очень радует, когда совершенно маленькие какие-то заметочки, допустим, о родившихся близнецах, вдруг через 60 лет откликаются эти близнецы уже в возрасте и говорят: это про нас написали, а писала заметку акушерка роддома. Сегодня Сибайский рабочий шагает в ногу со временем. Статьи стали содержательнее, а оперативность корреспондентов на высшем уровне. Название городской газеты, преданной своему городу и читателю, не знает только ленивый. Так пусть ленивых станет меньше. Екатерина Марочкина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья является актуальной проблемой для общества и приоритетным направлением государственной социальной политики. Особого внимания требуют ситуации, связанные с обеспечением успешной социализации детей с ограниченными возможностями. Доступное образовательное пространство было создано в детском саду «Светлячок», который принял участие в программе «Доступная среда». Подробности в сюжете Ирины Оренбургиной. Реформа системы образования, инклюзивное обучение и требования, которые предъявляются к школам и другим учебным заведениям по программе «Доступная среда», диктует целый комплекс мероприятий по адаптации. Однако организация доступности для людей с ограниченными физическими возможностями представляет собой непростую задачу. Решить ее в условиях уже существующего здания и территории значит устранить все барьеры и преграды путем установки современных технических решений.
Первым среди дошкольных учреждений города, который приняло участие в программе «Доступная среда», стал детский сад «Светлячок». На полученные по программе средства здесь проведена большая работа, о которой нам рассказала заведующая Альбина Асмандиярова. В группе экономики созданы условия и приобретены оборудование для работы с детьми ОВЗ. Произведены следующие ремонтные работы. На территории детского сада установлен знак парковки для инвалидов, расширен проем калитки. У входа в здание установлен пандус с поручнем. В здании по пути движения в зоне целевого назначения, в групповых комнатах, музыкальном зале, медблоке расширены двери, проемы. Произведены маркировкой дверей специальными наклейками. В санитарно-гигиенических помещениях установлены специальное оборудование и поручни около них, а также приобретены для детей ОВЗ специальное оборудование. На сэкономленные по программе средства были приобретены интерактивные логопедические и песочные столы, наборы по робототехнике и прочее. Это оборудование для работы с детьми-инвалидами будет установлено в специальном кабинете, который учреждение подготовило за счет собственных средств. Занятия будут проводить психолог и дефектолог. Совсем скоро детский сад сможет принять своих маленьких воспитанников, которым обычные дошкольные учреждения были недоступны. Ирина Оренбургина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И последнее. В Башкортостане продолжает работу передвижная фотовыставка «Всемирная фольклориада-2016». Напомним, что она стартовала в октябре прошлого года в городе Стерлитамак. На днях выставка приехала и в наш город. Всемирная фольклориада проходит раз в 4 года и призвана в актуальной современной форме показывать все многообразие традиционного культурного наследия человечества и способствовать его сохранению. Первый подобный фестиваль состоялся в 1996 году в Нидерландах. После этого его приняли Япония, Венгрия, Китай и Южная Корея. Основной частью фольклориады являются художественные выступления артистов из разных стран мира, которые представляют свою традиционную музыку, танцы, различные народные промыслы, кухню, костюмы, сценическое искусство и прочее. При этом гости фестиваля могут быть не только зрителями, но и активно включаться в различные интерактивные действия. Освоить игру на народных инструментах, попробовать необычные национальные блюда, обучиться традиционным искусствам разных народов и не только. В связи с проведением в Башкортостане в 2020 году 6-й Всемирной фольклориады выставка знакомит жителей республики с этнокультурными и фольклорными традициями народов мира, а также с деятельностью Международного совета организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств. Открыли фотовыставку, посвященная Всемирной фольклориаде 2016, которая проходила в Мексике. Это была юбилейная Всемирная фольклориада. В ней принимала участие многочисленная башкортостанская делегация. И эти моменты, когда происходило взаимодействие нематериального культурного наследия человечества, запечатлели наши башкирские фотографы. Она проходит под девизом «Рука в руке» и призвана сплачивать народы мира, показать взаимосвязь культур и заботу о традиционной культуре народов. То есть этим девизом будет проникнута и 6-я Всемирная фольклориада, которая состоится в России у нас в 2020 году в Республике Башкортостан. Первыми, кто увидел знаменитую фотовыставку в Сибае, стали солисты фольклорного ансамбля «Янгузей». Именно они приняли участие в торжественном открытии. В скором времени такая возможность будет у жителей и гостей других районов и городов республики. Ведь выставка пройдет во всех 63 муниципальных образованиях Башкортостана и завершится в конце 2018 года. Ирина Оренбургина, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ. Такими были новости понедельника. Удачной вам недели и всего доброго.